В регионе стартовал первый этап открытого чемпионата республики по автомобильному дрэг-рейсингу. Свое мастерство продемонстрировали лучшие пилоты. В турнире приняли участие порядка 60 гонщиков из различных регионов страны. Мероприятие прошло на Сужицком автодроме. За зрелищными заездами наблюдал наш корреспондент Харун Аздоев. Первый этап соревнований по дрэг-рейсингу, что в переводе означает «гонки по прямой», вызвал огромный интерес у всех любителей автоспорта. На автодроме города Сунжи собралось более 1000 зрителей и участников. Перед началом квалификационных заездов организаторами проводится брифинг для пилотов и их представителей. Последний инструктаж перед стартом. Все допущенные к заездам команды в обязательном порядке присутствуют на собрании, а руководитель турнира принимает решение об окончательном формате гонок. Требования к участникам самые наипростейшие. Достаточно иметь шлем и лицензию пилота, для получения которой достаточно пройти обследование у врача. Заметен рост уровня участников, которые начинали в прошлом году как начинающие в чемпионате республики, но уже в этом году они посетили чемпионат федеральных округов и чемпионат России. Соревнования по автомобильному спорту в группе дисциплин дрэг-рейсинг – это параллельные парные заезды. Многие принимают участие в автосостязаниях на ингушской земле далеко не в первый раз. У Игоря Голоперова внушительный стаж автогонщика, но тем не менее не упускает возможности оспорить право сильнейшего в соревнованиях региона по автоспорту. Я занимаюсь автоспортом уже 32 года и сюда приезжаю уже 4-й год. Мне очень приятно эту традицию поддерживать, потому что окружение, видеть людей, которые меня рады здесь видеть, которые хотят со мной соревноваться, которые хотят меня видеть как организаторы. Это очень, вообще это очень трогает. По мере прохождения пилотами отведенной дистанции за чистое время на трибунах остается все меньше и меньше мест для зрителей. Все, кто неравнодушен к событиям в мире автоспорта, не упускают шанса понаблюдать за зрелищными заездами любителей и профессионалов. Хорошо такие соревнования проводят у нас, почаще бы, побольше бы таких соревнований, потому что есть любителей много автотранспорта, которые хотят показать свои навыки, показать мощь своих автомобилей. Хотелось бы сказать ребятам нашим, чтобы ездили сюда, гоняли тут, а не на трассах всеобщего пользования, чтобы убезопасить себя, своих близких, остальных автолюбителей. Соревнования проводятся по системе отборов и финала. Пилоты от команды Ингушетии заявлены в 4 классах из 6 категорий квалификаций. Борьба будет жесткой, потому что автомобилей много, классов много, и все хотят выиграть. У меня есть еще одна большая просьба, которую, всем ребятам, которые считают себя хорошими, уверенными водителями. Огромная просьба, чтобы вступали в наши ряды, представляли официальный автоспорт, чтобы не было таких ночных покатушек. Глядя на объем двигателя самого высокого коэффициента из всех возможных по регламенту соревнований, складывается впечатление, что вряд ли кто из участников сможет противостоять этой гоночной фурии. Однако все не так просто, как может показаться на первый взгляд. На внешний вид, она очень такая злая, но есть очень много конкурентов, которые даже могут обогнать ее и намного быстрее этой машины. Среди ВАЗов наших отечественных автомобилей, которые подготовлены для дрэг-рейсинга. Эта машина подготовлена для любительских соревнований, не более. Такие зрелищные турниры, как правило, привлекают большое количество зрителей не только из нашей республики и соседних регионов. Преданные болельщики приехали даже из отдаленных уголков страны, чтобы поддержать свои команды. Откуда такой интерес у вас к автоспорту? Данный интерес возник у меня на этом автодроме 3 года назад. Я также посетила один из чемпионатов Республики Ингушетия. И с тех пор я не пропускаю ни одного мероприятия, которое здесь проходит. Болею я за Донецкую Народную Республику, Игорь Алексеевич Голоперов. Праздник автоспорта удался, и это хороший старт серии турниров, запланированных на этот спортивный сезон. Организаторы уверены, на следующем этапе зрителей ждет еще более масштабное противостояние. Приятно наблюдать, что развитие соревнований дрэг-рейсинг происходит быстро и обстоятельно. В этом году
увеличивается количество этапов, растет региональный охват. А закроет сезон финальное событие чемпионата Республики Ингушетия 6 октября. Так что всех любителей скорости ждет еще много чего интересного в мире автоспорта. Харон Азлоев, Адам Далаков, Новости 24.